Я работаю над этим проектом с 2015 года. И для меня это было очень непростым испытанием, потому что я загорелся одной идеей, чтобы показать мир искусства глазами одной русской женщины, в которой бухарские евреи сыграли роль, и не самую лучшую, потому что ее работы не выставлялись, толком не покупались, и она не стала долго, не была членом Союза художников, работы пропали. И я подумал, что надо сделать такое, если бы у нее был сын? Агар Амин Заиф, як-то псар душми. Понимаете, ведь что бы он сделал? Я хотел быть сыном этой женщины и сделать такое, то, что она сделала моему народу. Сказать ей Рахмат, Ташакур. Понимаете, потому что это так художественно осмыслить сердцевину бухарской еврейской культуры, образов, психологизм, краски. Она еще художница-авангардистка же была, не такая, как все. И поэтому для меня это очень было ценно, создавать такой проект, в котором были бы ее работы, но вокруг них бы развивались другие темы о том, как Россия и евреи, как СССР и евреи, как это в живописи, как это в фотографиях тех лет. Я пригласил всех серьезных специалистов. Это не просто эссе, это серьезные научные исследования, посвященные творчеству Елены Каравай или этому времени. Поэтому для меня сегодняшний день просто как день рождения. Я счастлив, Всевышнему благодарен за то, что в день такого большого праздника он меня наградил такой удачей. Дорогие друзья, более 20 лет назад мы создали фонд имени Ицхака Мавашева. Целью этого фонда является сохранение и популяризация нашей бухарской еврейской культуры здесь, в Америке. Последние несколько лет мы спонсируем интернациональный музыкальный фестиваль «Шашмаком Forever». Я люблю шашмаком только потому, что я являюсь бухарским евреем. И кроме этого, мой отец, который занимался шашмаком, знал таких великолепных исполнителей шашмакома, как Левича Бабахонова, Ота Джалола, или таких исполнителей, как Лотойчи, Михаила и Гавриэля Мулокандовых, Михаила Талмасова, Исроэля Талмасова, то мой отец привил мне эту любовь. Сюда приглашаются лучшие представители, певцы, музыканты из Узбекистана, Таджикистана, Израиля и Америки. Здесь мы объединяем все наши народы, которые являются лучшими исполнителями шашмакома, и проводим мосты между нашими странами. Мы культивируем. У нас нет Министерства культуры. У нас есть какие-то фонды, которые имеют программу и вот развивают вот эти все вещи для того, чтобы мы могли чувствовать свою преемственность. Бухарские евреи были потрясающими интерпретаторами, исполнителями этой культуры. И мы никогда не скрывали, что мы вместе, что мы создаем международный фестиваль «Шашмаком Forever». Для чего? Чтобы на одной сцене были еврей, таджик, узбек, уйгур. Кто у вас есть маком? Welcome to New York. А Фердовси был вообще любимец всех наших. Мы дома читали, любили все его, ну, по крайней мере, читали. Чисто лингвистически
Для нас таджики братья, родные, если не двоюродные. Язык требует социума, культурного, но мы изучаем, мы выделяем специальный грант. И знаете, с годами сейчас все больше молодежи хочет говорить по-бухарски. У нас есть Хай Давыдов, такой потрясающий артист. Он родился в Израиле, но бабушка Туслигуль ему сказала: я тебе оставлю в наследство только язык, больше ничего не могу. И он сейчас имеет 3-4 виллы. Он создал театр Ханда-Ханда, который исполняет вообще. И благодаря ему многие молодые люди стали говорить по-бухарски заново. С тобой плохо, без тебя хуже. Вот если мы это будем понимать, мы будем в 22 веке все вместе.